Сегодняшний видеоролик посвящен дальнейшему знакомству с Ижемским районом Республики Коми. Перед вами фантастически красивые виды с высоты реки Ижмы и расположенные на ее правобережье деревни. Это деревня Большое Галово. Деревня была основана в период между 1745 и 1763 годами. И ранее называлась она Дибеж, что означает в переводе с языка коми «около нижней части острова». Согласно местному преданию, деревни Большое и Малое Галово основали два брата, Галпий, сын Гавриила, и Галфеть, Федор Гавриилович. После ссоры, случившейся между братьями, жившими поначалу вместе, младший спустился ниже по течению Ижмы и основал деревню Галфеть, Малое Галово. Имена братьев и дали тогдашнее название появившимся деревням. И до сих пор местные жители называют Большое Галово Галпий, а Малое Галово – Галфеть. Но произведенные археологические изыскания говорят о том, что эти места были населены еще в доисторические времена. На левом берегу Ижмы, напротив деревни Большое Галово, недалеко от реки расположено поселение Галово-1, которое относится к позднему бронзовому веку и датируется второй половиной второго тысячелетия до нашей эры. На поверхности и в шурфах в ходе разведки были обнаружены орудия и фрагменты керамики, расчищено кострище, в котором найдены два небольших слитка меди. Недалеко от этого места находится поселение Галово-2, где в результате раскопок выявлено жилище, полуземлянки, глиняная посуда и кремниевые орудия, относящиеся к эпохе ранней бронзы. Поселение является редким памятником раннего бронзового века на территории европейского северо-востока. Датировка поселения Галово-2 определяется первой половиной второго тысячелетия до нашей эры. В 1782 году в деревне Дибеж проживало 18 человек. 10 мужчин, 8 женщин, одного из мужчин в том году взяли в армию. В 1853 году здесь была построена церковь и до образования прихода считалась приписной к Красноборскому приходу. Вот такие сохранились записи. Зданием она деревянная с такой же колокольней, обшита тесом и окрашена, однопрестольная в честь Святой Троицы. Построена на уступе высокой горы среди вековых лиственниц. Утварью достаточно, а богослужебными книгами и ризницею скудна. Церковного капитала 100 рублей, кружечно-кошелькового сбора и пожертвований поступает в год до 200 рублей, свеч продается до 3 пудов. Священник, он же псаломщик, владеет 13,5 десятин земли, получает жалование 215 рублей, дохода до 200 рублей, и хлебной руги до 70 пудов. Для священника имеется общественный дом, ветхий. Для обучения детей в 1894 году открыта церковно-приходская школа, в наемной квартире. Учащихся в 1894-1895 учебных годах было 8 мальчиков и 2 девочки. Законоучителем состоит местный священник, учительницей его дочь, девица Клавдия Попова. К сожалению, здание церкви было утрачено и нет сведений о том, как это случилось. Но осталась старинная фотография Дибожской Троицкой церкви тогдашнего Печорского уезда Архангельской губернии.
В 1816 году в деревне проживало 54 человека, а в 1905 году здесь уже числилось 53 двора и 478 жителей. В 1918 году Большое Галово было центром Галовской волости, здесь располагались волостная управа и школа. По состоянию на 1920 год, здесь имелось 85 дворов и проживало 484 человека, 211 мужчин и 273 женщины. В административном отношении деревня входила в состав Галовской волости Ижма-Печорского уезда. В 1926 году в Большом Галово имелось 96 дворов и проживало 508 человек. С тех пор численность постепенно уменьшалась и в 1980 году составляла 368, а в 1990 году – 330 человек. По состоянию на апрель 2023 года постоянных жителей в деревне осталось 243 человека. Приглашаю новых зрителей и подписчиков на мои каналы в YouTube и на платформе Яндекс.Дзен. Адреса вы видите на экране. Здесь вы можете посмотреть аэросъемки сел и деревень, снятых теперь уже в 9 районах Республики Коми, включая некоторые населенные пункты Сыктывдинского и Прилузского районов. Пишите комментарии, участвуйте в обсуждениях, делитесь своими историями и воспоминаниями по сюжетам видео. Информация, использованная при создании видеоролика, взята с сайтов, ссылки которых указаны под описанием к видео.